Сейчас в Кыргызстане стабильность. Нет людей, которые перекрывают дороги, митингов с поджогами, предприниматели не боятся, что их ограбят. Наша страна вступила в фазу развития. Строятся дороги, реализуются большие энергетические проекты, поступают иностранные инвестиции и так далее. И вот в такой период отдельные политики пытаются продвинуть свои узкие интересы. Проблема в том, что из-за их действий может вновь возникнуть нестабильность. Сегодня отдельные представители узбекской диаспоры Кыргызстана обсуждают вопрос сбора подписей под обращение президенту страны с просьбой принять акт амнистии в отношении разыскиваемых за организацию июньских событий 2010 года, среди которых Карамат Абдуллаева, Инамжан Абдирасулов, даже Кадыржан Батыров и Джалалиддин Салахуддинов. Не стоит напоминать, какую горечь принесли Кыргызстану эти лица. Из-за них пострадали два этноса, семьи, ни в чем не повинные люди, самый теплый край нашей страны. И кому же выгодно их оправдать? Основными инициаторами сбора подписей выступают экс-депутат Джугурку Кенеша Джураев и экс-депутат Ошского городского Кенеша Иминов. Они действуют по поручению других народных избранников, покойного Джергалбека Калмаматова и действующего Азиза Турсунбаева. Все эти люди получили денежные средства, и немалые, для продвижения вопроса амнистии от того самого Джалалиддина Салахуддинова. Стоит рассказать о спонсоре подробнее. Джалалиддин Салахуддинов, экс-депутат Джугурку Кенеша Кыргызской республики 4-го созыва, экс-руководитель Узбекского национального культурного центра, являлся одним из самых богатых людей в Кыргызстане, признан виновным в организации июньских событий 2010 года. По различной информации в настоящее время скрывается в Ташкенте. Известно, что Салахуддинов уже давно имеет тесные связи с депутатом от партии Кыргызстан Азизбеком Турсунбаевым. Их связывает общий бизнес и общее прошлое. Еще в 2005 году, когда Турсунбаев баллотировался в депутаты парламента по одномандатному округу в Алабукинском районе Джалалабадской области, его предвыборную кампанию полностью финансировал Салахуддинов. Помимо этого, Турсунбаев фиктивно числился заместителем директора принадлежавшей Салахуддинову компании «Агромед», занимающейся поставкой минеральных удобрений из Узбекистана. Он и сегодня крышует бизнес Салахуддинова. На его родственников переписаны ряд компаний, такие как предприятия по производству текстиля «Ошкрастекст» и «Джиптекст», строительные компании «Капиталстройинвест» и «Капстройкейджи». В связи с чем он регулярно проводит встречи с Салахуддиновым на территории соседнего государства. Так, в декабре 2017 года, во время поездки парламентской делегации из Кыргызстана в Узбекистан, Турсунбаев, заранее прибыв в Ташкент, находился среди встречающих с узбекской стороны, что удивило отдельных депутатов Джугурку Кенеша. Стоит также сказать, что по различной информации Азизбек Турсунбаев занимается криминальной деятельностью. Так он организовал криминальную группу из числа молодежи на территории Алабукинского и Чаткальского районов Джалалабадской области, члены которой вымогают денежные средства у состоятельных жителей районов, а также причастны к незаконной добыче и контрабандному вывозу сурьмы из месторождений в Терексай. Руководит группировкой племянник Турсунбаева Чинарбек Атакозиев. При этом противоправные действия членов группировки в большинстве случаев остаются безнаказанными, так как им покровительствуют зависимые от Турсунбаева местные правоохранительные органы. Турсунбаев через свои криминальные группировки вмешивается в политическую жизнь районов. В частности, на выборах в местные органы власти в декабре 2016 года по указанию Азизбека Турсунбаева данная группа лоббировала интересы партии Кыргызстан, а во время выборов глав местных органов власти выдвигала кандидата от указанной партии, при этом требуя от депутатов поддержать данную кандидатуру, в случае отказа пугая физической расправой.
Помните фотографию и видео в интернете бывших чиновников Нургазе Айдарова, печально известного Асылбека Дамирбека Улу и бизнесменов Джалила Атамбаева и Шаршенбека Абдыкеримова с известным в криминальных кругах Узбекистана Салимбаем Абдувалиевым? Там же, по различной информации, был и Салахуддинов. Обсуждали они вопросы создания и финансирования совместных узбекско-кыргызских предприятий на территории Кыргызстана. Кроме того, на встрече приватно обсуждался и вопрос инициирования со стороны депутатов Джугурку-Кенеша и общественных деятелей Кыргызстана того самого обращения на имя президента с просьбой о применении акта амнистирования в отношении сепаратистов. Вполне понятно, что в данном деле замешаны весьма влиятельные люди и большие деньги. Взамен на финансирование Салахуддинов требует от своих компаньонов реабилитировать его. Однако представьте, к каким последствиям может привести инициатива Турсунбаева и его сподвижников. Как на это отреагируют пострадавшие в июньских событиях 2010 года? Нельзя допустить повторения тех трагических дней.